Добрый вечер. Вы смотрите программу «Кавказская политика» на телеканале «Грозный». Сегодня в фокусе нашего внимания следующие темы. Интернет-конкурс премии Чинета подвел итоги. Форум этножурналистики прошел в Черкесске. Процесс 58, длившийся 9 лет, завершился в Нальчике. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов посетил Дагестан. Мировой бренд «Хилтон» приходит с инвестициями в Северную Осетию. Туристический комплекс «Архыз» становится все более привлекательным для малого и среднего бизнеса. Глава Чеченской Республики стал победителем специальной номинации интернет-конкурса премии Чинета. Награду для Рамзана Кадырова передали председателю Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Тимуру Алиеву. Вряд ли какой иной чеченский ресурс представлен в интернет-пространстве ярче, чем Инстаграм главы. Он является источником информации для республиканских, федеральных и международных СМИ, а на странице Рамзана Кадырова в социальных сетях и блогах подписано свыше 1 миллиона подписчиков. В нынешнем году участие в конкурсе премии Чинета приняли порядка 170 сайтов, блогов и страниц в социальных сетях. Оргкомитетом конкурса было принято решение об учреждении 2 специальных номинаций, а также в рамках номинации «Лучший микроблог» дополнительной номинации «Признание подписчиков». Первую задачу по формированию общего позитивного фона, я думаю, данный конкурс решил. Это без всякого привлечения. Мы же помним время, когда разношерстные, разного направления сайты, информационные ресурсы буквально, можно сказать, долбили мозги обывателю, зачастую распространяя ложную информацию, экстремистского характера информацию. Таким образом, было отобрано 27 участников в номинации «Лучший сайт органов власти», 20 в номинации «Лучший информационный сайт», 6 участников стали участниками лучшего развлекательного проекта, 11 лучшего корпоративного сайта, 26 отобраны в номинации «Лучший персональный сайт или блог», 21 в номинации «Лучший общественно важный интернет-проект». Как известно, на сегодняшний день интернет играет огромную роль в жизни людей, в том числе и в культурной части, и в спортивной части, и в информационном просвещении, досуг и так далее, и так далее, и так далее. То есть во все сферы проник интернет, и поэтому я считаю, что этот конкурс весьма актуален, потому что мы выделяем из чеченского сегмента те сайты, которые являются полезными для нашего общества, для нашей республики. Сайт программы «Кавказская политика» стал победителем в номинации «Лучший информационный сайт». Республиканский интернет-конкурс премии Чинета проводится с 2009 года. Ответственность при освещении межэтнической и межрелигиозной проблематики должна особенно осознаваться журналистам. К сожалению, к пониманию этой ответственности отечественные СМИ шли через долгие годы ошибок. Период национального возрождения, начавшийся в регионах после распада Советского Союза, вывел этническую журналистику сначала в состояние эйфории, а затем по законам капитализма сделал неконкурентоспособной. Последовал период свободного плавания. Этническая журналистика была пущена на самотек, концом которого стали беспорядки на Манежной площади в Москве в 2011 году. Это заставило как власть пересмотреть отношение к этнической тематике, а самих журналистов к освещению подобных вопросов. Этой теме был посвящен Северокавказский форум журналистов, прошедший накануне в Черкесске. Участники форума прослушали семинары, тренинги по освещению межконфессиональных отношений и межэтнической тематики, роли СМИ и традиционных российских религий в гармонизации межрелигиозных отношений, информационному сопровождению стратегии государственной национальной политики. Тренинги проводили глава гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, руководитель службы региональных связей Синодального отдела по взаимоотношению церкви и общества Максим Паршин и председатель Ассоциации мусульманских журналистов Радик Амиров. Наши СМИ на национальных языках у нас присутствуют, и им было бы интересно, и даже вот, в принципе, в процессе уже по откликам видим, что им интересно, как можно писать на своем языке, писать об этнических каких-то особенностях, так, чтобы это было интересно и общественности, и самому журналисту. Это новое веяние, это современно, это нужно и важно. Все участники форума сошлись во мнении, говоря о том, что любой журналист должен обладать умением и навыками написания материалов на межэтническую и религиозную тематику. Президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге в ходе форума рассказала о кавказской политике, свое мнение о влиянии политиков на межэтническую журналистику. Журналисты, конечно, должны в первую очередь быть открыты и политикам, если что-то случилось, обращаться открыто за комментарием. Но и политики тоже должны доверять журналистам, доверять своим журналистам и вообще своим людям вообще, да, и населению, в частности, журналистам, и говорить им открыто о проблемах, не боясь, что кто-то что-то переврет, кто-то что-то не так скажет. Да? В конце концов, мы все сидим в одной лодке.
В деле нападения на Нальчик 13 октября 2005 года поставлена точка. В столице Кабардино-Балкарии завершился один из самых громких процессов в новейшей истории России. Приговор обвиняемым судьи оглашали в течение 4 часов. Репортаж телекомпании «Кабардино-Балкария». Почти 2000 томов материалов уголовного дела, свыше 1000 свидетелей потерпевших и один из самых громких процессов по количеству подсудимых длился свыше 7 лет. Обвинительное заключение по факту вооруженного нападения утверждено заместителем генерального прокурора России. На скамье подсудимых 57 человек. Все они обвиняются в участии в событиях почти 10-летней давности. 13 октября 2005 года столица Кабардино-Балкарии стала местом боев. Преступники практически одновременно напали на здание МВД, Хасанинский пост ДПС, здание Центра Т, Республиканское управление ФСБ, УФСИН и Нальчикского погранотряда, а также помещений оружейных магазинов «Арсенал» и «Охотник». Захватили мост через реку Шалушка. По официальным данным, в результате нападения на Нальчик погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 15 мирных жителей. Еще свыше 200 человек получили ранения различной степени тяжести. По информации Следственного комитета, это нападение организовали Шамиль Басаев, Ильяс Горчханов, Анзор Астемиров. Все они были позже нейтрализованы в результате спецопераций. 23 декабря этого года приговоры Верховный суд вынес в отношении остальных участников нападения. Уголовное дело поступило в отношении 59 лиц, а в отношении одного из них дело было прекращено в связи с смертью. В отношении другого лица было прекращено материал уголовного дела, были выделены отдельное производство. В ходе рассмотрения дела было проведено более 450 судебных заседаний, в ходе которых были допрошены свыше 1300 потерпевших и свидетелей. Судебные заседания проходили в открытом режиме с представителями средств массовой информации, за исключением 5 судебных заседаний, которые в целях обеспечения безопасности участников процесса проводились в закрытом режиме. 5 из 57 подсудимых получили пожизненное заключение. Это Расул Кудаев, Эдуард Миронов, Анзор Машуков, Аслан Кучменов и Мурат Бапинаев. Они признаны виновными по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых посягательство на жизнь сотрудников правопорядка, убийство, незаконный оборот оружия и другие. Остальные участники вооруженного мятежа получили сроки от 4 до 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 3 подсудимых – Залиму Лимбашев, Казбек Бутуев и Анзор Ашев, приговоренные к 5 годам и 2 месяцам, 4 годам 10 месяцам и 8 годам и 6 месяцам, ввиду того, что они уже отсидели установленные приговором сроки, освобождены в зале суда. На обжалование приговоров у осужденных есть 10 дней. Интересен факт, что по такому же сценарию, как происходил бандитский налет на Нальчик, почти месяц назад, 4 декабря 2014 года, была попытка захвата и города Грозного. И в этом случае, как и в событиях 9-летней давности, организаторами теракта являлась та же группировка, именующая себя «Имарат Кавказ». Комментарий Ислама Сайдаева. Терроризм – это очень сложное явление, с которым нужно постоянно бороться. В мире еще не выработан какой-то механизм, с которым можно было говорить, что окончательно можно предпринять какие-то меры и побороть терроризм. Мы знаем, что в мире сегодня много точек, государств, где развивается терроризм, особенно на Ближнем Востоке. И мы должны быть всегда начеку, чтобы события, которые были в Нальчике 9 лет назад, унесшие жизни многих мирных жителей, сотрудников правоохранительных органов, и те же события, которые случились 4 декабря этого года в Грозном, они не повторялись. Дагестан является одним из системообразующих регионов СКФО. Такое заявление сделал министр по делам Северного Кавказа во время рабочего визита в республику. Лев Кузнецов посетил ряд промышленных предприятий республики, провел совещание с чиновниками в Махачкале, посетил готовящийся к празднованию юбилея Дербент. О том, как проходил первый день визита в Кизляре, в репортаже наших коллег РГВК «Дагестан». Кизлярский концерн КЭМЗ – одно из самых крупных и успешных промышленных предприятий республики. Только в этом году завод приступил к освоению 10 новых изделий. Министру Кузнецову показывают цеха, в которых делают как продукцию оборонного сервиса, так и гражданскую продукцию. Наравне с самолетами малой авиации здесь делают электрокипятильники, утюги, ножи и даже реанимационные комплексы для новорожденных. Производительная всеядность – это как раз то, чего сегодня ждут и от других предприятий республики. Оборонно-промышленный комплекс – это хорошо, но мы должны понимать, что эта тематика, она бывает всплеск, а бывает потом и когда программы, скажем так, набирают определенную насыщенность, уже более консервативны. Поэтому, скажем, мирная тематика, в отличие от этого, она устойчива и постоянна.
Поэтому я хочу, чтобы обязательно мы смотрели и выбирали те отрасли, те сегменты. Сегмент здравоохранения сегодня, поверьте, у нас здесь просто непочатый край работы. На сегодняшний день в Дагестане более 30 крупных и средних предприятий. На них планируют создать более 1000 рабочих мест. Проведена определенная работа по привлечению дополнительных заказов на военную технику и комплектующие изделия. На сегодняшний день 5 предприятий оборонно-промышленного комплекса определились номенклатурой изделий и размером финансовых средств, необходимых для их освоения. Для того, чтобы грандиозные планы воплотились в жизнь, необходима господдержка, констатируют в Минпроме республики. Пока средства брать неоткуда, на что Кузнецов отвечает. Надо лучше искать и адаптировать предприятия к федеральным программам. Они все есть. И надо просто сказать, что вот это предприятие с их программой может попасть туда-то, это предприятие может попасть туда-то, а вот здесь нам нужна такая-то помощь. А мы сегодня как бы проводим разговор, как будто вот в пустыне находимся, вокруг нас никого нет. Сегодня, несмотря на ограниченность денежных средств, в федеральном бюджете заложено специально, целевым образом по линии Минпромторга большое количество инструментов. И сегодня в условиях импортозамещения такие гиганты, как Роснефть, Норильский никель, Ростехнологии, готовы сотрудничать с региональными предприятиями. Условие – поставка качественной продукции, чем сегодня в Дагестане похвастать могут немногие заводы. Продукция нужна, но вопрос качества иногда вызывал серьезную обеспокоенность. Ставку надо делать на обучение сотрудников, уверен федеральный министр. Для того, чтобы создавать конкурентоспособный товар, нужны квалифицированные специалисты. Во всех новых ВЦП, сейчас все изменения будут делаться и в госпрограммах. Обязательно компоненты – это блок образования. Кто будет реализовывать это? За счет каких трудовых ресурсов мы сможем ту или иную программу воплотить? Если этого блока нет, программа не принимается. Затронули и агропромышленный сектор. Здесь есть положительные сдвиги. В Дагестане на 15% выросло производство овощной продукции. 14 гектаров теплиц построили в этом году. На территории республики появилось 2 убойных цеха, которые будут работать на поставку мяса в другие российские регионы. Сегодня решаемая в масштабах страны задача импортозамещения в части агропромышленного комплекса. Нам легко в нее устроиться, поскольку мы в прошлом году предложенные главой республики приоритетные проекты, практически эти акценты по тем позициям они были сделаны. Что касается консервной продукции, лишь одно предприятие может похвастать успехами. Это Кикунинский завод, который увеличил производство с 3 до 9 миллионов условных банок в год. Кстати, совсем скоро он будет производить и детское питание. Лев Кузнецов поручил правительству до 1 февраля утвердить программы развития промышленного и аграрного сектора республики. Руководители мирового бренда Hilton считают, что кризисная ситуация в туризме – это лучшее время делать инвестиции. В прошедшем году сеть уже наполнилась гостиницами в Казахстане и на Украине. Планируется запустить свои отели в Грузии и Беларуси. Однако Россия остается для Hilton приоритетным направлением. И скоро во Владикавказе откроют первый в СКФО отель сети. Репортаж наших коллег «Осетия ТВ». Мировой бренд Hilton теперь и в Северной Осетии. Некогда заброшенное здание гостиницы «Москва» уже совсем скоро может превратиться в качественный отель самой известной марки. С представителем Hilton Worldwide 2 месяца назад в Москве встретился глава Минтуринвеста Алан Диамбеков. Сумел доказать, что у сотрудничества республики и компании есть будущее. Чтобы обсудить перспективы этого взаимодействия, во Владикавказ прилетел представитель бренда Алексей Шаталов. Вместе с председателем правительства Сергеем Токоевым он осмотрел здание. Республика заинтересована в появлении мирового бренда не только с экономической, но и с имиджевой точки зрения, подчеркнул премьер. Будем надеяться, ваш опыт здесь сыграет положительную роль. Надеюсь, да. По плану здесь уже давно должна была стоять современная гостиница «Москва». Ее строительством занималась печально известная фирма «Социальная инициатива». Компания оказалась очередной финансовой пирамидой. Собрав с людей деньги, 7 лет назад проект заморозили. Здание после долгих судебных разбирательств перешло в собственность администрации Владикавказа, а затем обрело нового владельца. Последние 3 года им является Вадим Бердиев. Все, что мы сейчас здесь видим, это все нужно переделывать. Мы уже предварительно с ними поговорили и нужно все переделывать. Сколько это будет стоить, какое финансирование, пока невозможно сказать. Другое дело, что уже предварительно со Сбербанком мы разговаривали, и они готовы прокредитовать.
В ближайшее время стороны обсудят условия сотрудничества. Если они устроят всех, вероятнее всего так и будет, архитекторы начнут составление нового проекта гостиницы. В первоначальном документе было много функциональных ошибок, говорят специалисты. Теперь же это будет отель уровня 4+. В зависимости от планировки здесь будет работать до 150 номеров, а также банкетный зал, атриум и ресторан на крыше. Кроме того, откроется большой конференц-зал, где можно будет провести встречи любого уровня, в том числе и международные. Проект вплоть до мельчайших деталей должен быть одобрен специалистами Хилтона. Номера, они должны быть не менее чем 28 квадратных метров, да, вот для гостиницы такого уровня. Поэтому здесь будем работать, опять смотреть. Также в гостинице должны быть номера более высокой категории, то есть большие по площади, да, с дополнительными функциями. Опять же, будем смотреть здание, будем смотреть концепт, будем его вместе разрабатывать, чтобы учесть эти требования. Мы, как бренд, будем осуществлять авторский надзор за соблюдением стандартов, что все правильно делается, так как было задокументировано в правильных стандартах, качественно, опять же, потому что качество – это очень важно. Хилтон ведет активную работу в России. Несмотря на вводимые санкции, на территории страны уже открылось 12 гостиниц этой сети. На Кавказе это первый опыт работы компании. Есть два варианта управления уже готовым объектом. Либо фирма полностью берет на себя руководство гостиницы, либо просто предоставляет возможность работать под своим брендом. Предполагается, что в случае с гостиницей «Москва» выберут второй вариант. На прошедшей неделе глава корпорации «Курорты Северного Кавказа» Сергей Верещагин покинул свой пост с формулировкой в связи с переходом на работу в коммерческую структуру. Из намеченных к реализации больших проектов КСК при Верещагине удалось запустить полноценно курортно-рекреационный комплекс «Архыз». Но главное – это удалось запустить механизм государственно-частного партнерства. Как это реализовано на курорте – в репортаже наших коллег из Карачаева-Черкесии. Институт государственно-частного партнерства в России за последние годы претерпел существенные изменения. То, что раньше было принято называть, мягко говоря, неразвитым механизмом, сегодня приобретает все большую популярность. Более того, сотрудничество государства и частного бизнеса становится одним из главных принципов при развитии туристических особых экономических зон. Примеры есть с кого брать. Такая практика применима во всем мире. Мексика, Турция, ряд европейских стран. Привлечение частных инвесторов – часть работы госкомпании «Курорты Северного Кавказа». 6 резидентов проинвестируют в курорт на 700 миллионов рублей. По ожиданиям экспертов, к концу следующего года эта сумма должна увеличиться вдвое. Как рассказал один из резидентов курорта Азрет Хубиев, в его бизнес-план входит развитие спортивно-развлекательного сервиса и создание сети общественного питания. В соответствии с бизнес-планом у нас компания планирует предоставлять, скажем так, 3 направления услуг. Первое направление – это прокат техники, велосипеды, сегвеи, квадроциклы. Второе направление – это банно-оздоровительный комплекс. И третье направление – это кафе национальной кухни. Другой резидент курортов Северного Кавказа – индивидуальный предприниматель, жительница поселка Архыз Белла Эркенова. По ее словам, процедура получения статуса резидента довольно проста и прозрачна. В частности, отсутствует минимальный порог по объему капитальных вложений. Для малого и среднего бизнеса этот факт имеет принципиальное значение. Туристическим бизнесом в Архызском ущелье семья Эркеновых занималась давно. Конный прокат, пешие и автоэкскурсии по горным маршрутам – вот на что делает ставку инвестор. Услуги конного проката, услуги автоэкскурсии на Софийские водопады, на озера, на такие более природные, скажем так, достопримечательности поселка Архыз. В конце ноября в Доме правительства республики состоялся семинар, на котором говорилось о возможностях построения бизнеса в рамках проекта всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». В нем приняли участие около полусотни представителей регионального бизнеса. Все они, как выясняется, заинтересованы в реализации проектов на территории курорта. Одной из ключевых функций госкомпании было названо обеспечение бесперебойной работы объектов инфраструктуры особой экономической зоны и привлечение инвесторов на их территорию. Промышленный потенциал Кавказа был ярко проявлен в прошедшем году. Кавказ становится безопаснее, ведь без решения этого вопроса невозможно раскрыть туристический потенциал региона. В Кавказ верят не только в России. Доказательством тому служат зарубежные инвестиции. Вы смотрели программу «Кавказская политика». Увидимся в новом году. Всего доброго.